вами Вероника, и потому что вчера вышла новая группа Black Deal, и о ней не так много знают люди, и, в принципе, я о ней тоже не знала, хоть за ребятами я и слежу, но я решила снять такую реакцию. Больше, конечно, это будет разбор их биографии, разбор там имени их, получается, кто они, вообще, что они себя представляют. И вот, по ходу дела будем смотреть, надеюсь, вы меня поймете, что я вообще хочу до вас донести. Еще хотела бы извиниться, потому что я в прошлой реакции неправильно сказала имя режиссера, продюсера, вот сейчас опять ошибаюсь, вот. И это, конечно, не очень круто получилось. Он меня даже затроллил, кстати, к тому же, многие могли, кстати, видеть. Вот, из баллад, пожалуйста, извините меня. Мне очень стыдно, серьезно, то, что так получилось. Читать я, видимо, не умею, и произносить тоже. Кстати, да, я заметила то, что некоторые казахские имена мне очень сложно произносить. Не знаю почему, но это, видимо, мой минус такой, скажем. Вот, начнем разбирать. Давайте сначала я пойдусь просто по биографии мальчиков, и уже потом будем это смотреть. Так, сейчас, секунду, я посмотрю, что-то я тут... Вот. У нас, получается, первый на очереди это... Сейчас опять буду неправильно произносить имена и ударения ставить, но вы меня, пожалуйста, извините за это. Казмагамбетов Самат, псевдоним Тедди, город рождения Атырау, место рождения, точнее, даже рост 1,72 м. Блин, я 1,60 м вешу, он у меня намного выше. Вес 60 килограмм. Кумир L1, Бруно Марс, хобби брейк-данс, кино, +1+1 во все тяжкие, голос улиц, шаг вперед. Кстати, это очень круто. И вот тут мне, получается, кстати, да, я смотрю информацию, которую мне скидывала админ группы про Black Deal, ссылочку я оставлю в описании на эту группу, пожалуйста, подпишитесь, чтобы тоже быть в курсе, кстати, группа вообще прикольная. Вот, Буржан, если ты меня смотришь, то спасибо тебе большое. И так как раз мне как скидывать, я в такой по очередности буду читать, и я буду снимать сейчас клип, реакцию, точнее, на клип Тика «Твои милые глаза». Очень интересно посмотреть, потому что Тика, это получается тот же самый Тедди, да, как я поняла, блогер, и мне очень интересно посмотреть, что же, как клип, вообще, что это получилось. Блин, это, короче, очень прикольно. Может быть, я тоже блогер, тоже, может, запишу какую-нибудь песню. Голоса нет, ну да ладно, кого это, в принципе, волнует. Давайте начнем сейчас. Начнем даже. Сейчас, секунду. И 1, 2, 3, поехали. Мелодия красивая очень. Я подарю тебе нежность, о которой ты мечтала. Пусть с тобою мы не вместе и не смотрим друг другу в глаза. Подарю свою ласку, чтоб любовью своей окружить. Нарисуем эту сказку и, поверив, в нее будем жить. Твои милые глаза, твои милые глаза, твои милые глаза, твои милые глаза. Если хочешь, я отдам свое сердце, а взамен не прошу ничего. Чтоб любовь моя грела, растопила лед и грудь. Не отпускай меня, я тобой дышу, и с тобой всегда вместе быть хочу. Не оставляй меня на душе с собой, а моя душа хочет быть только с тобой. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой.
милые глаза. Твои милые глаза. Твои милые глаза, твои милые, 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 твои милые глаза. Что хочу сказать. Серьезно, отличная песня, отличный клип. Ну, как бы, я говорю, я иногда люблю клипы со смыслом, но иногда вот такой клип, он очень, кстати, подходит, потому что он такой спокойный, нежный, милый. Короче, он на самом деле очень прикольно получился. Ну что, клип мне очень понравился, Тика. Дальше начну читать. Вначале у них группа называлась Big Team. Кстати, да, насчет этого я слышала. У них было 2 влога, насколько я знаю. На одном влоге они красили волосы. Я не смотрела, но меня, короче, просили меня сделать реакцию. Я как бы не смогла, не было времени. В составе группы было 7 человек. Да, вот я этих помню мальчиков. Я, конечно, не смотрела, но по заставке как бы помню. Так, идем дальше. Потом 2 не приняли дальше в группу. Нурик Смит. На Нурика Смита я подписана в Инстаграме, мне нравится за ним наблюдать, как мне известно, у него вроде бы есть девушка, они такие милые, кстати, вместе так смотрятся, прикольно. Вот, и Аян, насчет Аяна я, кстати, не знаю. Потом они остались 5 и сами пришли к Хизбалату, я начинаю правильно произносить, и просили их продюсировать. Кстати, вот это очень такой смелый шаг, потому что не все соберутся и покажут свое мастерство, поэтому, ребята, за это вам просто плюсик большой. Хизбалат согласился, никакого кастинга не было. Парни сами нашли Хизбалата и пришли к нему, и они переименовали название группы на Black Deal. Вот мне тут скидывали фотографию мальчиков. Прикольно, кстати. Так, еще что? Еще очень важная информация. Скоро у этих двоих, Нурика и Аяна, выйдет тоже дебютный Q-pop клип. Вот, смотри тизер клипа. Давайте вместе посмотрим, чтобы кто не видел, был в курсе, как бы я, чтобы тоже тут не смотрела, одна не сидела. Сейчас я сделаю. Ну, конечно, 16 секунд, как раз маленький клип, просто чтобы обзор сделать такой небольшой. Начнем. 1, 2, 3, поехали. О, я увидела того Аяна, видимо. Клип говорю маленький, просто как маленький тизер, кстати, но это прикольно. Я буду ждать их дебюта, потому что они мне так, ну, в смысле, на лицо, как бы и на клип такой он, ну, короче, клевый. Вот, дальше идем. Следующий участник это Ескелди Куандык. Его называют Эль, да. Актюбинская область, 93-го года, ну, нормально. Сочиняет стихи вместо в группе рэпер. Эль. Это тот, который был перед тем, как начал петь Тедди. Вроде бы, если не ошибаюсь, такой в черном весь он стоял. В черный волос зачесанные были. Дальше следующий. Ануар Габиден. Псевдоним Рэй. Рэй это который был с этим воротником. Так, Алматинская область, 96-й год. Он меня только на год старше. 184. Это вообще сколько сантиметров? Это же вообще высокий. 65 килограмм. Крис Браун. Ашер The Weeknd. Хороший музыкальный вкус. Сочинять песни, кино 1+1. Дальше идем. Следующий у нас это Нагметьяров Мухамбет Муртулы. Сейчас опять могу неправильно прочитать его этот псевдоним. Тачи. Пусть для меня он будет Тачи, пока так. Место рождения город Атырау. Это райский пацан. 96-й год, 175 сантиметров, 59 килограмм. Кумир Батырхан Шукенов. Нормально. Футбол один дома. Следующий Арсен Нарханов. Псевдоним Кенджи. Место рождения Житисай.
Жетисай. Вот, насчет Жетисай я не слышала. Сколько не смотрю казахские клипы и не читаю, как бы, ну, вообще, то мне сколько людей не пишут, но про Жетисай я не слышала. 2000 год. Мне 20 лет, а я сижу дома. 2000 год. Ему 16 лет от силы, да? 16-17 лет, и он уже известен. Я уже просто, честно, ничему не удивляюсь в этом мире, вот просто ничему. 1,78 м, тоже высокий, 65 килограмм. Джастин Бибер. Ну, Джастина Бибера можно любить только за то, что он сам продвинулся, что он сам прославился, но, ну, короче, его вовремя просто заметили, скажем так. Молданазар, футбол, думаю, как мужчина. Он самый младший в группе, мне пишут. Как Бала в 91, но Бала уже 19 лет, а Кенджи 16 лет. Прикольно. Ну, кстати, Бала выглядит намного старше, чем на самом деле ему есть. И мне тут скидывают фотку, и да, и Кенджи тоже выглядит намного старше, чем ему есть. Посмотрела, узнала, немножко парней узнала. Надеюсь, вы тоже со мной узнали о парнях. Так, еще хочу снять одну реакцию. Это будет клип на Тика также, Ама Шейх. Почему снимаю? Потому что давно просили, и как раз появилась возможность, и я думаю, почему бы сразу не засунуть в одну реакцию, в одно видео большое. Вот, начнем смотреть, и 1, 2, 3, поехали. Ассаляму алейкум, шоу-биз, чай, несколько. Мне это нравится, цифры меняются на моих счетах. Я устал от боли, не учился в школе. Супер, рэпер, бау, раскачаемся вместе с вами. Твои банты не стоят моих крос. Ты же знаешь меня, Ама Шейх. Зачем играть чужую роль? Ты не король, ты просто ноль. Ама Шейх, 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 Ама Шейх. Казахи в белом бандоре, смотримся неплохо вроде. Вся моя команда в сборе, раскачаем всех на танцполе. Станут мокрыми ваши майки, меня встречают всегда только зайки. Со мной не надо, детка, париться, мой шейх тебе точно понравится. Bounce, 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 кричу, если тема нравится. Bounce, 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 тогда шейх с вами точно останется. Твои банты не стоят моих крос. Ты же знаешь меня, зачем играть чужую роль? Ты не король, ты просто ноль. Ама Шейх, 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 Ама Шейх. Разбираем клип. Что могу сказать? Тика прекрасен, голос есть, поет, читает, все, мне здесь все понравилось. Декорация обои, Декорация, все, короче, то, что есть, мне очень сильно понравилось. Но один минус, я нашла,
танец. Девочки, когда только начали танцевать в начале клипа, честно, стояла девушка в белой блузке, и рядом с ним стояла такая с длинными волосами в черной майке, и она мне почему-то не понравилась. Она то ли слишком сильно старалась сделать движение, то ли она их делала неправильно, как-то не могла понять. Но вот, та девушка, которая стояла рядом, она мне больше симпатичнее, короче, была по телодвижениям, скажем так. Потом они, оказывается, в конце там еще и девочки маленькие, лет, наверное, 7-8 тоже, оказывается, танцевали. Но клип, честно, снят качественно, как бы, и это на самом деле очень круто, потому что не все как бы так могут снять клип себе. Песня качает, трек качает, такой, шех, ты полный ноль, и, типа, я король. Прикольный, короче, трек. Типа, включаешь такой, едешь там куда-нибудь, включаешь там, или тебя там гранабета хоп такая скинула трек, типа, я король, а ты полный ноль. Это было бы, кстати, клево, надо воспользоваться такой идеей и делать так, когда мне что-то скидывают, что мне не нравится. Вот. Тут, короче, еще, знаете, у Тика, сейчас, секунду, был преддебютный, сейчас не могу найти, преддебютный этот, Black Deal, да, это только Тедди, получается, преддебютный. Ну, их, короче, дебютный клип, думала посмотреть, но думаю, может, лучше не смотреть. Не знаю, как сделать, но ладно. Кстати, знаете, я когда посмотрела, сняла, в смысле, реакцию, все сняла, я поняла, что я не все сказала, если честно. Вот, и хочу сейчас сказать, как бы, знаете, все говорят то, что клип у Black Deal не вышел, типа, форматом, на Интиман снимали лучше. Знаете, что я вам скажу? Серьезно. Ладно, не вышел форматом. Ну ладно, бывает. Но вы представляете, режиссер, постановка, хореографы, визажисты, стилисты, гримеры, не знаю, там просто нескончаемое количество людей, может быть, там штат может быть чуть ли не 50 человек и больше. У них специальное место было, да, где они на черном фоне танцуют, где как бы все события происходили именно там, как бы в зал, не знаю, как какое-то такое вот помещение было. И знаете, что я вам скажу? Всю технику туда завести, все это сделать, это очень сложно, серьезно. И просто, даже если вам не нравится сама группа, да, можно было проявить хоть чуть-чуть уважения именно к съемочной группе, именно к съемкам, как проходили. Потому что ребята старались все это сделать. Я просто хочу серьезно вот покланяться ноги, да, вот, не знаю, потому что работа режиссера и остального всего стаффа, так скажем, это очень сложно. Каждый раз надо что-то смотреть, переделывать, тут не подходит, здесь не подходит, сюда не надо, там не надо. Это есть. И поэтому я бы хотела, чтобы все-таки вы были более снисходительными. Там ребята не подошли внешностью, ребята то, ребята сё. Ребят, это все Q-pop, это ваша музыка, вы понимаете? Как бы я не помню, чтобы у нас тут как бы в России оскорбляли каких-то певцов, типа, как бы нет такого. Все-таки что 91, что Black Deal, что остальные, это все Q-pop, это ваше новое направление, которое, по сути, раскрывается, вот. Хотела другое слово сказать, да не, забыла его. Q-pop направление, которое раскрывается, которое становится известным всему миру. И не только же, понимаете, тоже 91, они, да, сейчас они выступают, сейчас они что-то делают, там документалку снимают, все остальное, все. Но только их иногда слушать неохота. Потому что я в ПКП читала, серьезно, те, кто были Eagles, после того, как 91 они вернулись с камбэком через 3 месяца, они перестали быть Eagles. То же самое. Все возможно, все меняется, в мире все постоянно вертится, крутится, поэтому ты не была Ravens, ты была Eagles, ты стала Ravens, больше ты не Eagles, по-разному бывает. Поэтому просто, ребят, пожалуйста, хотя бы поблагодарите съемочную группу за то, что они работали. Это их работа, за то, что они работали, за то, что они сделали это, за то, что они смогли. Вот не знаю, вот серьезно, просто столько трудов всего это надо сделать, декорации построить, это очень сложно, и людям тоже как бы сложно все это. И комментарии такие гневные читать, не всем понравится, конечно. Я, конечно, понимаю, что демократия, страна, мы тут все можем, говорить, что хотим, но чуть-чуть все-таки воспитание и чуть-чуть как бы своего собственного достоинства, как бы
надо иметь. И не спускаться низко и не оскорблять других людей. Сказать, что да, клип не очень не понравился, но чтобы именно уже прям сильно так гнобить, как бы этого серьезно делать не стоит. Надеюсь, видео понравилось. Я старалась, как бы все сделать. И вроде как бы рассказала про мальчиков. С вами буду прощаться. Надеюсь, вам серьезно понравилось, вы меня посмотрели. Выслушаю все, прочитаю, точнее, все комментарии. На все отвечу по возможности. Поэтому пишите, буду очень рада. Всех люблю. Пока!